В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Республика традиционно является активным участником Восточного международного экономического форума. В этом году форум состоялся во Владивостоке с 3 по 6 сентября. О ключевых итогах форума для Якутии мы сегодня и поговорим. Наша гостья в студии Анна Кокорина, заместитель министра экономики Республики Саха-Якутия. Анна Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Марфирина. Ну что ж, хотелось бы услышать, какие основные итоги соглашения были достигнуты на юбилейном форуме? Да, мы считаем, форум удался. 27 соглашений очень важных для нашей республики. На сумму 106 миллиардов рублей были подписаны в рамках этого форума. Да. Из этих 27 соглашений я хотела бы отметить соглашение с компанией Nordgold по проекту освоения месторождения свинцово-цинкового месторождения Сардана в Усть-Майском районе. Также у нас было подписано целых 2 соглашения по строительству логистических центров с крупнейшими маркетплейсами. Наверное, тоже читали, да, в пабликах писали это с Wildberries и с Озоном. Также Якутия первая в стране подписала соглашение с фондом «Кристалла роста» о разработке стратегии капитализации республики. То есть мы считаем, что это тоже важный шаг вот в целом для укрепления экономики, для устойчивого экономического роста, и соглашение позволит привлечь как интеллектуальные, так и финансовые ресурсы и разработать новые механизмы. Да, и впечатляющие итоги. Хотелось бы провести какую-то такую параллель, допустим, с прошлым форумом. Какие итоги были достигнуты? С прошлым, ну вот вообще в целом, да, если говорить, вот как вы уже отметили, этот юбилей, этот форум был юбилейным, 10-м. Да, и в целом Восточный экономический форум, он проводится с 2015 года. И за эти 10 лет Якутия подписала свыше 250 соглашений на сумму свыше, порядка более 1 триллиона рублей. Реализация данных соглашений позволила нам создать свыше 9, даже порядка 10 тысяч рабочих мест, позволила уже реализовать такие проекты. Вот, наверное, озвучу проекты, которые уже реализованы. Это круглогодичный тепличный комплекс «Саюри», что мы знаем, да, в Якутске, учебно-лабораторный корпус Малой академии наук, креативный кластер «Квартал труда» и застройка нашего микрорайона «Звездный». Также вот на полях ВЭФ подписывается много соглашений о запуске проектов, которые находятся сейчас в стадии реализации. Это и вот я о реализованных сказала, а в стадии реализации у нас находится огромное количество проектов. Среди масштабных можно отметить Кючусский кластер месторождений полезных ископаемых, строительство Тихоокеанской железной дороги, ГОК-Тарын, Жатайская судоверфь, Новоленская ТЭС, ну и прочее. Ну и вот, конечно, как вы отметили, было очень много достигнуто. Есть вот, ну и наши все эти вот тоже достижения также отметил наш президент, да, Владимир Владимирович Путин. И хотелось бы узнать, ну вот также были отмечены, прямо я даже зачитаю, да, создание кампуса, реализация мастер-планов и режима Супертур. Вот ваши комментарии хотелось бы услышать. Да, действительно, да, на пленарном заседании были приятно, не удивлены, да, вот то, что достижения наши были отмечены президентом страны. Он отметил, что за последние 10 лет в экономику Дальнего Востока было привлечено 20 триллионов рублей инвестиций. Да, и лидером среди всех регионов является Якутия с объемом инвестиций 4,5 триллиона рублей. То есть 23% всех инвестиций Дальнего Востока приходится на нашу республику. При этом он отметил наши демографические успехи. Якутия не первый год занимает лидирующие позиции по рождаемости. В стране мы входим в 10 лучших регионов, а по Дальнему Востоку мы по этому показателю первые лидеры. Да? Потом вот, да, что касается мастер-планов, он отметил, что в целом идея Минвостокразвития для улучшения качества жизни жителей Дальнего Востока и ускоренному строительству инфраструктуры выстрелила. Это была хорошая идея утвердить на федеральном уровне мастер-планы. И нас обрадовало, как ответственных исполнителей, что он поручил Минфину России 5% отраслевых госпрограмм направить на реализацию мастер-планов. Поэтому будем ожидать дополнительные лимиты, чтобы реализовать наши проекты. Да. Что вот касается кампуса, тоже мы давно уже готовим эту заявку, не первый год. Концепция, мы считаем, сейчас уже готова.
к реализации, в целом к запуску. Много раз менялось, видоизменялось, улучшалось. Поэтому с нетерпением ждем отбора Минобрнауки России. Да. И Супертор. Да. Да. Действительно, вот Минвосток развития, полпред Юрий Петрович, они предлагают объединить все преф-режимы, преференциальные режимы в единый преференциальный режим с 1 января 2027 года. То есть пока никаких у нас параметров нет, мы так полагаем, что вся территория Дальнего Востока теперь будет относиться к территории опережающего развития, где будут применяться льготы. Мы не знаем никакие параметры этих преференций, но, конечно, будем активно участвовать в разработке этой нормативной базы. Сообщим. Да. Ну что ж, и, конечно, вот как вы точно отметили, что, наверное, все уже знают про Wildberries, да? Действительно, у нас каждый якутянин очень пользуется, почти каждый, все эту новость пересылали друг другу. И хотелось бы, конечно, подробнее узнать о предстоящей деятельности маркетплейса. Да, действительно, мы подписали соглашение с РВБ, они сейчас так называются, Рус Wildberries, с Татьяной Владимировной Ким. Также состоялась отдельная встреча по обсуждению взаимодействия. Основной инвестпроект у нас, конечно, это склад, транспортный хаб. Сейчас у нас идет активная стадия переговоров. Мы планируем, предварительно рассматриваем участок в Старой Табаге, вот где строительство Ленского моста. То есть в предмостовой зоне, как и другие регионы, субъекты, да, строят хабы. То есть это, считаем, тоже верное решение. Сейчас никаких параметров нет, но мы понимаем, что такой проект не может не привлечь, не увеличить количество новых рабочих мест в разы, да, получается, да. И это также повлияет положительно на местный бизнес, в том числе, да, то, что сократятся значительно, вот мы сейчас финмодель будем просматривать, но значительно сократятся логистические расходы, транспортные издержки, вот на что жалуются, бывает, большинство предпринимателей. Вот, но наше взаимодействие не ограничивается только этим центром, потому что, понятно, там будем землю отводить, проектировать, строить, согласовывать параметры. Также у нас есть такое направление взаимодействия. Вот у Wildberries есть акселерационный проект «Платформа роста». И в ближайшее время Якутия присоединится к этому проекту. Да, в декабре 2024 года проект РВБ запустили совместно с Агентством стратегических инициатив. Вот, порядка 700 брендов со всей России уже присоединились к этому проекту, к платформе роста. Да. Участники учатся. Вот, ну, понятно же, что желание есть, да, обучаться нужно. Они там обучаются работе на маркетплейсах, аналитике. И, как отмечает Татьяна Владимировна, значительно повышается оборот предпринимателей, которые прошли обучение у них в этом акселераторе, на 70% повышается, поэтому тоже считаем, хорошее будет подспорье. И на маркетплейсе у них есть у ВБ раздел региональной продукции, там представлены регионы, местные бренды, и также на встрече Арсения Сергеевича с Татьяной Владимировной договорились о том, что будет создан отдельный раздел, сделано в Якутии, где будут представлены наши местные бренды. Это здорово. Ну и вот, как известно, что в рамках Восточного форума были проведены двухсторонние деловые встречи, да, вот такие имеющие стратегическое значение. С какими деловыми партнерами они прошли? Да, встреч действительно было очень много, как на уровне главы, председателя правительства, зампредов. Мы сами тоже проводили встречи. Каждое министерство, каждый участник пытался выжать максимум от работы на форуме, на площадке. Да. Основные деловые партнеры наши, с которыми мы встречались, это Окта Групп, Газпромбанк, ну, РВБ, как я сказала, Озон, Сбер и Полюс. Вот надо отметить, что на этих встречах мы обсуждаем не только инвестпроекты, а в целом отмечаем социальную вовлеченность инвесторов в развитие республики. Тут хотелось бы отметить, что вот Полюс, они ведут свою деятельность в Алданском районе. Например, они очень активно участвуют в развитии района, в развитии республики сами. И, например, вот, тоже, кажется, в рамках прошедших ФЭФ они приняли участие в строительстве домов с целью привлечения кадров. В Нижнем Куранахе Алданского района они построили 2 многоквартирных дома по схеме корпоративной аренды через программу Дом РФ.
То есть, да, и мы рады, что вот эта встреча состоялась на наших глазах, и дома построены. Один уже построен, а второй на стадии завершения строительства. Очень выгодный, да, проект такой хороший. Ну и как вы в целом оцените участие в форуме конкретно, вот именно Министерства экономики Республики, на ваш взгляд? Помимо того, что Министерство экономики традиционно отвечает за деловую программу, то есть весь год мы в основном занимаемся подготовкой к следующему ВЭФ, да, подготовкой материалов, интересных инвестпроектов, привлекаем инвесторов. Также у нас есть, конечно, и свои вопросы. Например, мы приняли активное участие во всех встречах Мосбиржи. Сейчас Мосбиржа совместно с Минвосток развития России, совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и национальными приоритетами проводят работу по выпуску народных облигаций для реализации объектов мастер-планов дальневосточных городов, о которых мы с вами, да, уже говорили. Получается, народные облигации — это облигации, которые будут размещаться на московской бирже, но которые не может приобрести юрлицо. Их сможет приобрести только физическое лицо. Да? И ставка там будет неплохая, то есть и сумма будет невысокая. Это для чего сделано? Вот в этом году окружная администрация города Якутска уже выпустит первый выпуск народных облигаций на сумму 30 миллионов рублей. Сумма небольшая, но она пойдет на озеленение Якутска и на улучшение общественных пространств, на благоустройство общественных пространств. То есть житель, если зарегистрируется в этом приложении, он может приобрести, во-первых, эту народную облигацию, то есть выступить в качестве инвестора, да, и будет видеть, вот, проходя по улицам, что действительно на его деньги, которые он вложил, город преображается, высаживается свыше 2000 деревьев, и в целом благоустройство общественных пространств, оно улучшается. Но и получается, эти деньги, они еще возвратные. Да, то есть это все равно, что положить на депозит. Ты кладешь деньги на депозит, они у тебя лежат под проценты, и ты их получаешь. Но тут ты еще видишь и результат. Ну, очень интересный проект, я впервые об нем слышу. Ну что ж, Анна Иннокентьевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на актуальные вопросы. Спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.